Мы находимся в метро на Вальсентурм. Мы приехали на вокзал, и нам нужно на Ратенау-плац. Вот мы приехали уже на Ратенау-плац. И вот здесь молодожены снимают фотосессию, а мы их застукали и тоже снимаем их теперь с нашей стороны. Видите, у девушки какой длинный шлейф, а платье коротенькое. Так интересно. Ну-ка, давайте вот отсюда хорошо видно их. Вот, видите? Вот платьишко короткое, а пота длинная. Так интересно. Смотрите, какое интересное изображение, растянутое в метро. В общем, это 3D-шное изображение. Здесь оно, видите, так смотрится. А когда ты смотришь вдаль, то ты видишь объемное изображение. Мы стоим из метро на распутье. Нам туда пойти или туда? И мы решили пойти туда, потому что мы ищем парк, который находится на Ратенау-плац. Говорят, что это парк, находящийся на крыше. Не знаю, насколько это все выглядит, как... Так, сейчас будем... Макс Торграбен... Так, нет, наверное, нет. Наверное, не туда, мы куда-то, да, пошли? Выйдем сейчас, глянем, поищем. Да тут эти два выхода, они, по-моему, даже смежные, и между собой они не сильно прям отличаются, да? Тут просто лесенка, и все. Так. Нет, куда-то в город. Ну, тогда пошли туда, да? Давай выйдем по лесенке. Там. Максим сказал, нужно к Реве выходить. Вот мы тут, значит, блуждаем по улице. Ищем, смотрим. Сейчас будем переходить дорогу на светофоре. Ой. Вот там ДМ. Вот Реве слева. Тут вот так вот улица интересно поднимается. Перекресток. Машины. И светофор. Так, ну а где же этот парк на крыше, о котором Максим рассказывал? Что-то мы его не видим пока что. Теперь мы в поисках поднимаемся около Реве по лестнице. Похоже, это и есть парк на крыше. Вот так это все дело выглядит. Не, я объявление смотрю. Так. Видишь, это все сакуры. Класс. Сакуры, когда цвели, здесь, наверное, божественно было. Да. Точно. Прикольно. Пойдем? Давай с этой стороны. Туда пойдем, посмотрим сверху. Да. Сейчас. Там кто-то занимается музыкой. Слышите звуки какие? Вон они внутри этого здания. Вот тут. Блин, их не видно, жаль. Вниз или туда? А? Вниз или туда? Нет, я хотела сверху посмотреть на этот мир. Вот. Видите, где мы? Мы на самом верху тут. Ну, не на самом. Ну, тут интересно, такие, как типа, не знаю, отели или что это. Ну, прикольно здесь, наверху. Вот тут есть такие, знаете, это вот крыша, значит, да? А вот тут есть такие потаенные лавочки. И ты типа сидишь под деревьями. Тут вот сакуры весной цветут, вообще потрясно. И ты сидишь, и тебя вообще никто не видит. Ну вот, кроме тех, кто пришел уже тоже на крышу. Понимаете? Вот это интересно-то, да? Что ты можешь сесть. Сейчас выберу чистое местечко. Сесть и сидеть сколько угодно, и тебя вообще никто не видит. Вообще. Да. Вот мы, значит, идем в обратную сторону. Ух ты, вы посмотрите, какие актеры. Интересно. Ой. Прогуливаемся по Нюрнбергу в 1000-й раз. Это где-то кафешка Беккерай была, если память не подводит. Беккерай, да, тут полно Беккерай. Это все Альтштадты. Здесь очень много кафешек всяческих. Тут вот автомат, банкомат. Ой.
делают маникюр. Здесь тут же кафе. Сегодня очень жарко. 27 градусов. Вчера было 31. Вообще, такой июль, я вам скажу. По сравнению с июнем не сравнить, потому что июнь у нас был никакой. Около 20 градусов. По ночам прохладно. И дожди, сплошные дожди. Вот. Смотрите, какой оранжевый мужик с биноклем. И это неприятно, когда лето, а у тебя вокруг только дождь. Ничего хорошего. И наконец-то вот июль. Сегодня чуть-чуть тоже накрапывало. Но на самом деле лучше, потому что тепло. Вчера вообще жарища такая была. Мы и в машине и окна открывали. И кондиционер включали. Чего только не делали. И все равно не могли остудить машину. Максима вчера ездили к родителям в гости. Максима вчера забрали из школы. Он учился до 4. У него была практика. Он у нас на повара, на пекаря проходит практику. И печет булочки. Ну, вкусные, ничего не скажешь. И витушки, и слойки, и круассаны они делали. И вот вчера булочка была с яблоком. Ну, яблоки так, дольками, не кубиками порезали. Дольками. Ну, вкусно было. Вкусно было. Он принес домой 3 булочки. Ну, так, он иногда, когда они хачапури, оказывается, еще пекут. И он своему другу, друг у него всегда вперед нас. Это мне хачапури, накормите голодного ребенка. Ну, я так говорю, Максим, почему твоему другу, а не нам хачапури? А потом думаю, пусть ест. Куда нам эти хачапури, эти булки, куда они нам все? Все равно это все, как сказать, можно купить в любом Бикерай или в любом магазине. Но все равно интересно же, когда что ребенок твой делает, да, вот, что он сам это делает. Конечно, интересно. Ой. Вот. А? Мы здесь ходили как-то в холодное время года. Раз 100 ходили. Раза 2 максимум. А мне все время кажется, что уже 100. Так, пока выключаю. Вот это антикварный магазин. Называется Вино Либрос. И тут всякие антикварные игрушки, бутылки. Вот тут книга такая. Значит, всякие вещи. Вот тут интересные такие из других стран. Картины. О, в стиле Климта. 150 евро. Прикольно. О, видите? Любовь, любовная. Мы спускаемся вот туда. У меня жучок все. Вот туда идем. Вот тут мы идем дальше. Заметили, видите, на доме такая огромная картина. Прям так интересно. Так, мы пришли на рыночную площадь и сейчас зайдем в церковь. Как же она называется? Типа женская как-то. Фрауенкирхе, по-моему. Да? Как-то так она называется? Или я обшибаюсь? Фаркирхе. Нет, тут еще было. Смотрите, 1349 год. Такая вот тут дамочка. Ну там еще было название у нее какое-то. Вот она. У меня голова такая, и сразу. Я не могу голову поднять. Смотрите, рынок есть.
на площади. Ну это же рыночная площадь, тут должен быть рынок. Здесь такая вот церковь, храм. А где вход? Где же вход? Здесь можно? Нет. Может, там, где мы видели, можно заходить? Тут что-то здесь. Что тут делает такое? Там, вот смотри, Дербек. А где заходить там? Смотри, сейчас 3 раза пойдем по кругу. Сегодня у нас что, среда? Да. Вот давайте зайдем. Ух ты! Вот это да! Мужик играет. Да ладно. Вот витражи 1615 года. Я хочу туда, где поминание мертвых, подойти. Интересно. Вот сейчас самое интересное будет. Мне очень нравится, как у них. Вот тут, кстати, смотрите, древняя фреска. Обалдеть. Это, скорее всего, то, что было в начале. Как изображали. Видите? Круто. Это, наверное, все очень старое. Но раз он 1349 года. И вот тут, если ты хочешь поставить, то можно было бы пожертвовать на свечи 1 евро. И вот так, значит. Сейчас я нагребла только 1 евро мелочью. И поставлю бабушкам на 2 одну свечу. Я знаю, Вов. Вот. Берем свечу. Она такая блестящая, видите? Свеча. Вот так можно, значит, здесь зажечь. Вот. И это бабушкам ставлю. Своей бабе Томе и бабе Зине. Ставлю вот сюда. Мерцание свечи. Вот так что. И бабушкам, и всем умершим, кто у нас родственники, и дедушкам, и бабушкам. И всем-всем-всем. Вот. Потом на грибу мелочи еще приду. Главное это побыть, повспоминать. Конечно, не обязательно там что свечу ставить или еще что-то такое. Но это важно все равно. Мы вышли из храма. Вот тут вот торговая площадь. Мы идем дальше. Ой, ну так классно там звучит этот орган, да, называется? Угу. Там такой он огромный, прям здорово. Обожаю солнце. Вышло солнце и сразу все окрасилось, такие красивые цвета. Красота. Вообще. Так Тут эту продают 1000 мелочей и барабаны. Интересно, это новый монумент или я чего-то не знаю? Что это? 10
сказала не то слово, как. Пришли в Талию, а тут распродажа книг. Вот видите, такая большая полка, стенд по 7,99, по 4,99 книжки всякие. И можно много чего купить. Все зависит от того, чего вы любите читать. Вот. Какую бы книгу вы выбрали? Пишите, что бы вы из этого решили взять для себя. И вот здесь тоже, ну тут такое более. Видишь? Смотрите, какие красивые блокноты. Вот эти все. В общем, вот это все на магните, а там чистая тетрадочка, видите? Ну, это очень красиво, прям очень-очень красиво. Стоит такой 16,95. Ну, он прям очень красивый. Такая обложка шикарная. Боже, что мне. Это просто чисто без разлиновки. Стоит тоже 16,95. Это тоже такие, ну просто. Вот тут даже, видите, Джоконда. Такие известные картины. Вот. А еще есть вот такие маленькие. Видите? Вот оно вот. Такой тоже блокнотик с разлиновкой. Такой 9,95 стоит. Есть, значит, птицы и вот такой типа книжный шкаф. Очень красиво выглядит вообще вот это все. А есть прям огромные, видите? Прям большие. И есть очень маленькие, и есть большие, видите? Очень красиво вообще, прям много. Очень шикарно смотрится. А вот здесь есть вот такие вот блокноты всякие. Тоже очень красивые. Видите, такая у них текстура давленная. Они вообще по 19,95. Но они тоже вот прям очень, видите, красивые. А те, что поменьше, 18,95. Самое смешное. Вот, видите, 16,95 ирисы. Красивые, правда. Вот Астерикс. Видите? Вот. Шикарно смотрится. Если бы я сейчас решилась такой купить, я бы замучилась выбирать просто даже. Такой попугай. Толстенький. Там внутри вот такой, видите? Такие. Вот шикарно смотрится, конечно. Вот мы опять в эзотерическом отделе. Вот я камушки пришла повыбирать. Тут, значит, вот такие сегодня есть агаты. Довольно интересные. Ну, чуть-чуть, видите, со сколышами. Ну, темные вообще редко встречаются. Вот. Такие вот. Ну, темных только два здесь. Ну, это берем со сколышами. И это тоже. А так белые в основном. Ну, красивые тоже, видите, вот такие полосочки прям. Вот. Такие эти мазониты. Тоже красивые. Розового кварца, по-видимому, добавили немножко. Вот тут горный хрусталь. Вот. Это авантюрин. Серьезно. Садолит. Это у нас унакит, аметист, тигровый глаз. Дальше, значит, ляпис лазули здесь и вот корневой.
Это серпентин. Гелиотроп. Ремарсерит. Это оранжевый кальцит из Мексики. Симпатичный. Это снежный обсидиан. Вот так. Здесь карты Таро. Я уже отчаиваюсь ждать новых выпусков, если честно. Думаю, что когда я их все скупила, теперь мне можно и не надеяться купить новую колоду. Надо было не выкупать все сразу. Ну, слава богу, я заказываю колоду. Мне есть что заказывать. Это уже хорошо. Что за Healing Spirits? Не помню, вроде мы смотрели с вами уже эту колоду. Это мы тоже знаем. Так, я что-то тут замечала. Это что у нас такое? С травами рака. А это что? Палет Барон Рейд. Это уже интересно. Рисунки странные. Кто рисовал? Джоэль Накамура. Тоже с этими с травами раку. Что-то люди в травы пошли. Все закончилось. Начали травы, значит. Это у меня есть. Лемурия. Кайли Грей. Очень тоже люблю, но у меня тоже есть. Так. Это что за хер с ними? Нет, это не надо. Так, а это что? Старсиц меняет. Или есть? Нет, это они разные, вот есть там. Листер Кроули. Ну все, в общем. Это что? Тоже есть Диана Купер. Угу. Диана Купер тоже есть. А вот английские. Это все есть, естественно. Часто на них делаю гадания. Просто их отдельно положили. Ну, это почему их отдельно положили. Это очень красивые карты на самом деле. То есть их не зря отдельно положили. Вот так надо поставить, я считаю. Вот это все три самые лучшие колоды. Действительно, из всех, что тут есть. Ну, как есть, конечно, тоже хорошие там. Вот. Ладно, идем дальше. Тут такие еще штучки мне нравятся. Как типа свес агата или что. Ну, это поделка. Заливают просто там, видимо, эту эпоксидную смолу. Да. Мне кажется. Может, я, конечно, не права. Вот это написано Аус Агат, видишь? Но я что-то не знаю. Агат совсем не тянет, да еще и украшенный. Ну, может быть, может, я ошибаюсь, может, нет. Но как-то на агат не похоже. На эпоксидку сильно похоже. Вот эти ангелочки именные есть. Такие мне вообще нравятся штучки. Я не знаю почему, но мне вообще нравятся. Миленькие прям. Такие вот маленькие прям. Да, да, мне вообще очень нравится такое. Там такие красивые штучки. Вообще такое люблю. А это что такое? Компас. Это компас? Серьезно? А это что? Дорогой Бог, Иисус. В общем, тут, видимо, это отдел веры.
Смотрите, сердечко с ангелом. Прикольно. В общем, я по акции решила все-таки купить 3 книги. Значит, первая книга вот такая. Это фантастика и плюс, ну, что-то типа детектива о том, что пожиратель душ в деревне убивает все больше народу, но девочка, которая там живет, чувствует странную связь с пожирателем душ и идет к нему навстречу. Следующую, значит, я вот эту взяла книгу. Здесь происходит преступление при дворце королевы Британии. Королева Британии выступает как мисс Марпл, а ее секретарша Рози выступает как детектив. Во всем, конечно же, помогают корги. Вот. И она передала дело полицейским, но они не могут так расследовать, как это делает Рози под руководством королевы. Так, и вот эта книга, я еще вот эту взяла. Вот эта книга, значит, знаете о чем? Что я забыла. Все, разобралась. В общем, в горах Лапландии найдено тело. Какая-то, значит, следователь, видимо, Оливия, вылетает туда на крушение, терпит вертолет. И она оказывается, значит, в горах, но кто-то очень не хочет узнать имени, чтобы она узнала имя того, кто погиб в горах. Вот так. Детектив. Теперь мы идем в Ультракомикс. Хочу туда навестить магазинчик. Давно не была, а мне он очень нравится. Хочу снова туда сходить. Зайду на минуту в GameStop. Посмотрю, что у них есть. То же самое сказал Вова. Посмотрю, что у них есть. Давайте на пятку сделаем, чтобы лучше было видно для всех все. Так, ну и что у нас тут? Вот ничего, по-моему, нового не появилось, да? Да. Драйфер 2. 2 покупаешь, дети в подарок, что ли? Да, было бы интересно, если были новые фигурки. Но их нет. Но их нет. А было бы интересно, да, такие предложения. Драйфер 2. Да. Угу. Ну, реально вот не знаешь, как бы что купить-то. Если знать бы что из этого, ну ничего нам не надо. Ладно, шли дальше. Пришли мы в любимый Ультракомикс. Игры. Это для чего диски с играми? Это DVD-видео, это эти анимахи. Что тут только нет, но это же все у нас не будет работать, да? Диски не работают уже? Работают, но... Токийский гуль. Ух ты, уже по 2 евро стало. Раньше было по евро. Ну, это манга, это не журнал. Это манга же. Вау! Вау! Боруто 3-я часть. Ух ты! Сейчас мы тут разгуляемся, похоже. Что будем брать? Во. Тут же куча всего. Это же круто. Прикинь. Давай какие-то интересные посмотрим варианты. One Piece, смотри, первое издание. Номер 1 прям? Нет. Ух ты, порватая Это какая. очень А старенькая. какое это часть-то? 21-я вот написано. 21, Да. Так, что еще есть? Давай просто перелистывать. Обалдеть. Тут наши журналы. Вот же. Журналы по евро. А я подумала почему-то про журнал. Давай поищем.
Сколько же тут манги. Это же уму непостижимо. Раньше этого всего здесь не было. Да ведь? Не было. Тут надо перелистывать, чтобы найти те, которые у нас Максимке нравятся, популярны. Тут все такое вот то, что мы даже не знаем эти манги. Плохо, что они в единственных экземплярах и не всегда с первой части. Ну да, так в этом-то и вся суть здесь. Ну давайте вот даже просто интересно, какого года это все дело. 2002 год выставили. 2002 год. Можете себе представить, нет? Это как называется? Ну-ка. Чончу. Чончу. Счастье. 2009 год. Чончу. Это что? Хаганы. Нет, вы посмотрите, такой клад, а купить нечего. Dragon Girl. Да, допустим, если мангу не читаю, что хочется начать же с первой части. И ну, это, допустим, только ради рисовки. Интересно. Тут куча всего, но это как, ну, по сути... Вот Баруда. Вот я нашел какой-то Третья часть. перерождение. Вампир, маг. Вот есть тут полный набор. Да? Год какой. Suchen Sie noch was Bestimmtes? Do you speak English? Yeah. We try to find. Взяли мы эту мангу про вампиров. Так. Алло. Тут у нас такие книги, значит. Тут вот это все вот такое вот красивое. Так. Вот видите? Вот уж фанкопопы, так фанкопопы такие. Ведьма такая прикольная. Есть. Тут фигурки. Тут мужчина с нами разговаривал, я так испугалась. Вот эти мне нравятся. Такие вот прям коты. Такие прикольные вообще. А? Календарики. Не, коты эти нравятся мне. Именно коты. Тут тоже все в этих в вирусах, органах. Не знаю, что за новый тренд игрушек, но типа дети изучают тело. А вот тут деревня целая. Этих Астерикса и Обеликса. Вся деревня, все дома и корабль. Прикольно сделано вообще. Так, ну что там у нас с фанкопопами?
Так, с попами фанков. Зачем обновлять коллекцию, когда ты можешь просто торговать? Вот сейчас глянем внизу, что тут есть. Ой. А вот как у него есть вот этот? Я уже села. Сейчас, чтобы встать, надо очень постараться. Очень. Вот мы, значит, купили вот эти 3 части вот этого вампира 300-летнего по акции. И вот вышла новая часть Боруто. Ура, ура! Мы вышли из ультракомикса и пошли на парковку. Смотрите, какие платья вечерние, свадебные. Красота. Ляпота. Мне нравится платье, да, и к ним ботинки вот такие. Было бы хорошо. Леопардовые. Вот было бы весело. Ты такая красивая прям улица вообще. Так ты что, так и не повел меня другим путем? Мы здесь направо уйдем, если найдем. Не найдем, Вон дорога есть. да? Да. Ну ладно. Идем мы, значит, сзади этой стены. И мой муж выдает, что тут такое, как бы, типа, как будто улица красных фонарей и наркоманы. И типа просто в центре города вот за одну стену заходишь и все. Я говорю, и чё, говорю? Нас, говорю, здесь прибьют, что ли? Он говорит, ну не знаю. Не типа, нет, дорогая, все будет хорошо. Нам немного вдоль стены пройти. А нас убьют, нормально все. Хорошо все. Это, дорогая, крепись. Ну, не знаю, убьют, не убьют нас здесь. Ну, покалечат, если что. Ну, нормально. И я такая, о, ничего себе, миленький ты мой. Вот так вот. Вот живешь так с человечком-то. Живешь. А он, оказывается, вот так.